Селям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас у тимчасово окупованому Криму, в різних країнах світу, по всій Україні і всюди, всюди, всюди. І в тому числі навіть в російському рейху дивляться деякі люди, які деякі, їх небагато, але підтримують Україну. А є такі люди серед російської міграції, серед політичної міграції, підкреслюю, не серед тих, хто там за Путіна, але не хоче там чогось, щось йому не подобається просто зараз, а завжди системно підтримують Україну і мають проукраїнські погляди і проукраїнські дії. І на різних фронтах, і на медійному, і на санкційному тощо. Тому я радий, що знайшов час до нас долучитися. До речі, скайпом з Києва, тобто людина тут знаходиться з нами. Це Андрій Сідельников, людина, яка довгий час керує проєктом «Говоріть громче» російською, називається так, і переходжу на трофейну мову. І цей проєкт займається в тому числі і санкціями. І я хочу, давно вже не спілкувалися з Андрієм. І як рухається, пане Андрію, привіт, по-перше. Приветствую, Айнет. Приветствую зрителей. Дякую. А по-друге, як рухаються справи щодо, ну, скажімо так, фінансових чи або інших принижень росіян на Заході, якими ти займаєшся, а може про щось ти не займаєшся конкретно ти, а щось чуєш, які є плюси, мінуси, підводні каміння, як то кажуть? Ну, начнем, наверное, с того, что огромное количество тех людей, которые уже находятся в санкциях, под санкциями, они пытаются всеми правдами и неправдами вытащить самих себя из-под них, проводя разные переговоры, встречи. И, надо сказать, в том числе не только с международными, соответственно, чиновниками, там, членами правительства или там, политическими элитами, экономическими элитами западных стран, в которых они находятся под санкциями, но и ведут переговоры с руководством Украины. Конкретный пример это с Романом Абрамовичем, например. Вот. Что же касается тех людей, которые еще не под санкциями, ну, многие просто залезли под, не знаю, там какие-то коряги, молчат, их не видно, не слышно. Часть людей перекрашивается действительно достаточно быстро и бурно в первые месяцы после полномасштабного вторжения в Украину российских войск. И сейчас продолжают рассказывать, говорить, что они против войны и пытаются всеми там средствами показать, что они вообще не причастны к режиму. Но основная категория, в общем-то, действительно молчит. Вот. Но что касается там санкционной политики конкретно Великобритании, то вот буквально там несколько дней назад было решение о новых санкциях, там новые люди появились. Насколько мне известно, 24 февраля на годовщину вторжения Европейский Союз готовит большой пакет санкционный, около 10 миллиардов, который будет охватывать санкционных всяких мероприятий и вещей. Посмотрим, какие фамилии юридических и физических лиц всплывут в этом списке. Готовятся также и Соединенные Штаты к обновлению санкций. Но здесь, скорее всего, будут санкции, которые вторичные, так называемые санкции, которые будут наложены на тех людей, кто и организации, которые обходят этот режим. Они обходят вот те введенные уже санкции за многие годы. То есть достаточно комплекс мер идет, но, на мой взгляд, Запад еще не все-таки как-то притормозил санкционными вещами. Связано ли это, опять-таки, с теми переговорами, которые ведут секретные переговоры и представители российского общества и российских олигархов, либо это какие-то свои у них, свое видение. Сейчас, на самом деле, вот то, что я вижу, встречаясь, проводя встречи с западными политиками, у них новая боязнь образовалась, это боязнь развала России. То, о чем мы говорили уже достаточно давно. Изначально тех людей, кто обозначал развал России, ну, как обычно у нас было принято в обществе считать городскими сумасшедшими, ну вот сегодня этот вопрос уже поднимается на международных встречах и внутри самих групп влияния в тех или иных странах. Поэтому, в общем-то,
они пока находятся в растерянности, не понимают, что им делать, хотя, опять-таки, и я, и другие ну, там, соратники по борьбе, и те люди, которые сейчас всеми средствами помогают Украине, украинской армии, украинскому народу, мы пытаемся говорить и предлагать действенные меры и шаги. Ну, опять-таки, вот сейчас разговор происходит о допуске или недопуске российских спортсменов на Олимпийские игры, которые будут в О, следующем году в прекрасная Париже. тема. Я обязательно хочу тебя спросить про Олимпиаду, да, да. Да, ну, в общем-то, здесь есть о чем поговорить действительно. Ну и, в принципе, сейчас пытаются действительно российские элиты, представители российских элит, представители российской вот этой фашистской власти, они пытаются себе и индульгенцию вымотать, и, в общем-то, прикрыть свои задницы, спасти свои семьи. Их семьи во многих случаях продолжают жить на Западе, как ни в чем не бывало, хотя должны были уже давно в 24 часа быть высланы просто, если не арестованы за мошенничество, за финансовые растраты, за отмывание денег, то хотя бы должны быть просто высланы в 24 часа. Этого пока не происходит. Ну, в ближайшие недели я совершу ряд международных визитов, и, естественно, эти вопросы в том числе опять буду поднимать, потому что, в общем-то, необходимо жестко реагировать на вот этот фашизм, который прет со стороны России. Андрей, ты назвал фамилию Абрамович, и это, ну, в принципе, он нас не очень интересует, как бы в Украине, да, но эта новость прозвучала в связи с Украиной, поэтому я задам этот вопрос, что ты знаешь, что он продает Челси 2,8 миллиардов фунтов стерлингов и деньги передает Украине. Это что, я уж подумал, как это так? В принципе, ну, человек очень близкий к Путину, да, олигарх, который эвакуировал там свое имущество максимально, попал под санкции, и вдруг такого Деда Мороза превращается просто, ну пусть под старый Новый год, после старого Нового года, но стал Дед Морозом таким добрым дядей. Что произошло? Ошибочное мнение. Ага. Ошибочное мнение, Айдер. У Романа Аркадьевича очень хорошая пиар-команда. Она перевернула с ног на голову информацию и реальность, которая вокруг клуба Челси сформирована и существует. Продажа клуба Челси – это не желание Романа Абрамовича, это решение правительства Великобритании. Передача денег в Украину – это не желание Романа Абрамовича быть таким филантропом и благим дяденькой, который миллиарды будет перенаправлять в Украину. Это опять-таки решение правительства Великобритании. Он не может распоряжаться этими деньгами, и поэтому здесь это просто хорошая мина при плохой игре. Ну и, естественно, он по поручению Путина занимается согласованием с украинской стороной, занимался определенным обменом военнопленных. И это он делает только исключительно для того, чтобы вытащить свои деньги. Мы знаем сегодня уже, что за несколько недель, за 1-2 недели до начала полномасштабного вторжения Роман Абрамович перевел порядка 4 миллиардов долларов своих средств на своих детей, которые на сегодняшний день не находятся под санкциями. И он больше 4 миллиардов вывел просто до начала полномасштабного вторжения. Он был в курсе, он знал, что происходит, он это все, он составное звено вот этой общей цепи тех людей, которые и привели в Россию фашизм, и который фашизм теперь направляется не только в Украину, и вообще щупальцами по всему миру расходится. Смотри. Но пиар-компания у него действительно, пиарщики, надо отдать должное, видимо, получают большие средства из незамороженных у Абрамовича денег и отрабатывают по полной программе. Потому что вот это мнение о том, что вот он продает Челси, он переводит деньги, вот это оно сформировалось в общественном мнении из-за той информационной, в общем-то, войны, которую его пиарщики устроили. А как ведут себя другие российские олигархи? Ну, я не понимаю, не те, которые там в строй встали, там, а те, кто, условно говоря, ну, молчуны, что ли, я не знаю, как их назвать, ждуны, вот, которые находятся на Западе, там, и так далее. Есть какие-то подвижки в их, создают ли они фонды поддержки Украины, передают ли они какие-то деньги, ну, начинают ли они какое-то деятельное раскаяние, чтобы, то есть, короче, вырвали они сторону или нет? Или они продолжают на двух стульях сидеть, пытаться? Некоторые из них что-то проблеяли в начале полномасштабного вторжения,
о том, что они высказываются против войны, никаких средств публично, во всяком случае, и не публично, насколько мне известно, они не перенаправляют в Украину, пытаются точно так же, как и остальные олигархи, договориться о снятии с себя санкций с той или иной страны, где у них там активы, чтобы успеть их вывести и перепрятать. Поэтому, в общем-то, в основном сидят тихо. Хорошим примером является здесь, наверное, Тиньков, который в начале полномасштабного вторжения проблеял, что он против войны, и начал выкруживать для себя непопадание в санкции. В итоге в санкции он попал, и после этого он уехал из Великобритании, переселился сначала в европейскую какую-то одну из стран, но потом был замечен уже за пределами Европы. И, насколько мне известно, его люди продолжают вести переговоры конкретно с представителями Великобритании для того, чтобы вытащить свое имя из-под санкций. Ну, опять-таки, как я уже сказал, это занимаются почти все попавшие под санкции олигархи, российские путинские олигархи, они все пытаются правдами и неправдами вытащить свои деньги для того, чтобы, в общем-то, перепрятать их или там заниматься чем-то, в общем-то, другим. Но ни один из них публично не создавал какие-то инициативы, фондов или все остальное. Другое дело, что, опять-таки, вот по олигархам, которые входят в группу Альфа, что касается, например, группы Альфа, Фридмана, Авина, Хана, на которых введены разные санкции в разных странах. Здесь уже начались и уголовные процессы, будет предъявлено им обвинение в отмывании денег, в уходе из-под санкций. Эти люди публично не заявляют сейчас о своих позициях, они не высказываются о создании или перечислении каких-либо средств в Украину, но проводят и продолжают проводить все равно переговоры о том, чтобы вывести свои активы из-под санкций. То есть, опять-таки, хочу сказать, что то, что нам удается узнать из публичных и непубличных источников, нет ни одного российского олигарха, который бы выступил полностью на стороне Украины и передал бы значительное количество средств для того, чтобы, как-то, не знаю, какую-то компенсацию, либо же передать средства на вооружение, либо какие-то гуманитарные цели. Более того, есть случаи, опять-таки, сейчас имена эти неизвестны, но участвуют в так называемой благотворительности инкогнито, люди, которые на сегодняшний день связаны с путинской властью, связаны с российским бизнесом, те, которые вообще публично не заявляли никакой позиции, и в дальнейшем, как я понимаю, когда Украина победит Россию, эти люди будут рассказывать, что они всегда были за Украину, они предъявят определенные там счета, по 10 тысяч на разные ужины собирают они, и потом будут считать, что они таким образом купили индульгенцию. Ну так вот, опять-таки, смотрят они этот эфир или не смотрят, или потом, может быть, им кто-то расскажет. Я хочу сказать сразу же, такие вещи не пройдут. Если вы активно не занимаете свою позицию, никакие вот эти подковерные игрушки и подковерные передачи средств даже на благие дела вам не помогут. Вы виновны в том, что происходит сейчас, вы виновны в гибели украинских гражданских лиц, вы виновны в том, что в России фашизм. Каждый из вас по отдельности несет свою ответственность, и вас ждет возмездие. Вот. А я как раз хотел тебе задать вопрос про семьи. Вот ты затронул тему семей российских олигархов, да? Но, наверное, может быть, нельзя отнести к олигархам сына Владимира Соловьева, главного топ-пропагандиста рашизма, главного вообще, такого, если не Геббельса, я не знаю, с кем его сравнить, но действительно главный род рашизма, род Кремля и так далее. Это правда, что его сын живет в Лондоне и имеет контракт с лондонским агентством модельным, и вообще он выглядит как, в принципе, человек абсолютно, такой гламурно припомаженный, вот, и совсем не похож на такого корчащего из себя, рычащего, слюнявого там папочку, да,
как получается так, что папочка, вот я видел, когда же мы уже ударим по Лондону, а сын что в Лондоне, это что, попытка где-то убийства, да, такая вот современный Иван Грозный убивает своего сына, не выходя из эфира прямого, или что это такое? Расскажи эту историю, но она просто так меня немножко удивила, честно. Ну, честно могу сказать, придумывать не буду. Я об этой истории узнал из средств массовой информации, из телеграм-каналов и не слышал, будучи уже больше 15 лет проживая в Лондоне, я, честно говоря, действительно не слышал о том, что сын Соловьева живет там. Ну, что могу сказать? Будем узнавать, смотреть. Очень интересно, почему он до сих пор там находится. Потому что, опять-таки, как я уже сказал ранее, в 24 часа подобные люди должны быть высланы, а средства быть все заморожены. Заморожены просто, и все. Ну, это просто, Андрей, я понимаю, почему вы не виделись, вы просто ходите в разные клубы в Лондоне, видимо, Я посещаете. в клубы не хожу, я в клубы не хожу, я уже не в том возрасте. Ну вот, в Да, общем-то. да. Вот, но и тем более ты в Киеве сейчас находишься большую часть времени, как я понимаю. Опять у нас отвалилась связь. Расскажу пока немножко про Андрея Сидельникова. Он сын, если кто не знает, знаменитого хоккейного вратаря сборной СССР Александра Сидельникова, моего кумира, моего самого детства. Это я пока рассказываю, заполняю паузу, пока ты снова Да. подключаешься. Да, и вот с его сыном мы сейчас разговариваем. Конечно, жизнь удивительная штука. Вот, значит, ну, давай еще поговорим про такого персонажа удивительного, конечно. Немножко мы скачем в российскую оппозицию, так называемую, как Григорий Алексеевич Явлинский, который вдруг сидел тихо. Я уже думал, что с ним что-то сталось, типа там забытья какого-нибудь, может, летаргический сон. И тут вдруг он выходит такой весь напомаженный, тоже весь такой прям взбодренный чем-то, вот, как курица на бутылке такая, знаешь, бодрая, с стоячком прям такая, и говорит, в духовочке имею в виду, и говорит, прекратите немедленно, призывает, значит, «Эхо Москвы», естественно, «Новая газета», в два рта разносит эту новость, значит, сам Григорий Алексеевич Явлинский, обер-демократ номер 001, призывает остановить войну в Украине, кровопролитие, оно ничем не закончится, Путина нельзя победить, Россию нельзя победить и так далее. И вот так вот этот, прости меня, Господи, уроженец города Львова выкрикнул в мировую аудиторию такую миротворческую инициативу. Кто-нибудь услышали кто-нибудь этого голубя? Как оценивают этот голубиный помет, голубиный полет мысли вот этой миротворческой? В российской, в том числе, может быть, оппозиции зарубежной и так далее. Имеет ли он какой-то авторитет и кем он себя теперь позиционирует, считает? И вообще стоит ли на него обращать внимание людям, ну, кроме определенных каких-то профессий, областей знаний? Ну, на мой взгляд, в общем-то, Григорий Алексеевич Явлинский отрабатывает заказ Кремля. Влияния на российскую оппозицию он не имеет, потому что он не является никакой российской оппозицией. Я ознакомился, естественно, с текстом, я посмотрел обсуждение. У меня даже на какой-то момент возникло небольшое желание написать что-то самому по этому поводу. Но как-то я, видимо, перегорел, потому что обращать внимание на сотрудников, по большому счету, а Григорий Алексеевич является сотрудником, действующим сотрудником путинского фашистского режима. Нет никакой нужды и интереса. Поговорили в социальных сетях, обмусолила оппозиция эту тему и переключилась. Вот буквально, не знаю, по-моему, вот вчера Евгения Марковна Альбац выпустила твит, который я решил скопировать и подставить. Выпустила твит. Ты можешь себе представить? Да. Да. Да, выпустила твит. Я уже, слава богу, долго ничего не слышал об этой мальчике российской оппозиции, давно уже. Она меня забанила еще несколько лет назад за то, что я указал, что в ее издании работают в Лондоне пособники и информаторы путинского режима, на что был забанен. Это было еще года 3 назад, по-моему.
У нас есть там определенные люди, которые работники бывших государственных печатных и там информационных изданий, которые являются действительно пособниками, являются они, ну, действительно, информаторами, о которых много лет говорят из британской прессы журналисты, и вообще это обсуждаемый такой вопрос. Так вот, она очень печалится, вот когда разбиты были фашисты в Угледаре, насколько я понимаю, там вот эта колонна там, из 4 танков, вот у нее прям это ужас вызывает. До этого вызывал ужас у нее и у «Дождя» телекомпании «Дождь», да, это как же бедных мальчиков там российских, они доедают, их плохо одевают. Вот они вот в этом все, вот это вот так называемая прикинутая российская оппозиция, вот эта блевотина вся, которая копилась годами, которые с масками добрых людей ходили и рассказывали, что вот это они оппозиционеры, что это они так сделали, и вообще это они боролись, остальные никто, но вот они сейчас проявляются во всей красе все эти почти уже 12 месяцев. Ну, действительно, во всей красе. Я еще... Они же разбежались, как действительно тараканы от света, разбежались по всему миру. И вот эти периодические какие-то вспышки, даже я прошу прощения у наших зрителей, что я сказал слово «российская оппозиция», в принципе, ее без кавычек сложно произносить. А давай я вот не сам буду, я не знаю твое видение, но я тебя считаю человеком, ну, таким, ну, искренним, ну, точно не приспособленцем каким-то там и так далее. Вот, именно, вот я не знаю, с кем ты сейчас общаешься, не общаешься из условной иммиграции, там, из людей, которые представляют там Россию или хотят представлять Россию. Вот твое видение, там, ну, может быть, и без таких эмоций, как Евгений Марков, но тут, в общем-то, мы федеральной этой службой пахнет вообще как из туалета дырки. Вот. А вот в целом, что представляет из себя сейчас иммиграционная оппозиция? Внутри, понятно, там никого нет и быть не может. Вот кто они? Люди, которые на кого не делятся и на что умножаются, с кем плюсуются и от кого минусуются. Вот такой обзор небольшой. Твой личный, я подчеркиваю. Это не обязательно, что все так думают. Это вот Хорошо, Андрей хорошо, Сидельников, да. мой гость. Да. Да, конечно. Ну, на сегодняшний день я являюсь членом исполнительного совета съезда народных депутатов и главой секретариата съезда. И сразу подвис у нас эфир. Не выдержал такого названия, как съезд народных депутатов. Сейчас, когда вернется Андрей, мы сможем уточнить, возможно. Истории, Андрей, в новейшей истории. Андрей, Да. у тебя не было несколько секунд, поэтому, наверное, выйди. Вот, да, сейчас ты отвис, пожалуйста. Давай сначала. Вот здесь прошу прощения у зрителей за сегодняшнюю связь, но вот я тогда уточняющий вопрос задам, чтобы логично было продолжение. Съезд народных депутатов. Что это за зверь такой? Я помню такое только когда был съезд народных депутатов при Горбачеве. Ну, вот где там Ландсберг и так далее. Что это такое сейчас? И дальше уже про решение. Потому что наши зрители точно не в контексте съезда народных депутатов, уж 100%. Вот. Уверен совершенно, конечно же, да, конечно же. Съезд народных депутатов образовался в ноябре прошлого года. Это попытка создать парламент будущей страны. Как она будет называться, мы, естественно, сейчас об этом и не думаем, не знаем. Мы точно уверены, что лично я уверен, что после выигрыша Украины в этой войне Россию ждет распад и, в общем-то, гражданская война. Но так или иначе необходимо готовить и юридическую базу, и подготавливать людей для того, чтобы заполнить в переходный период, соответственно, разные ветви власти. Попытка создать такой парламент. Люди совершенно разные. Это люди, которые в свое время были избраны на разные уровни. От муниципальных депутатов до депутатов Государственной Думы и сенаторов, мэры городов, те, которые пошли через реальное избрание, через признанные выборы, когда международным сообществом выборы признавались. Хотя с натяжкой можно назвать в России даже в те года выборы свободными, но так или иначе на международном уровне они были признаны. Так вот, это люди совершенно разных направлений, разных взглядов, разных течений. Мы сходимся, естественно, в неприятии фашизма в России в первую очередь, но это не объединение как партия или же как
какое-то движение. Это действительно попытка создать парламент с дебатами, с жесткой конкуренцией, с жестким видением, отстаиванием своей точки зрения. У нас действительно разные взгляды, но вот мы создаем, пишем законы. Законы для будущей страны, законы для переходного периода. Вот буквально там, через несколько дней, с 20 по 23 февраля, второй съезд пройдет в Варшаве. Посмотрим, какие законы будут приняты, подготовлены достаточно серьезная такая основательная юридическая база. Я лично участвовал в разработке закона о люстрации, который идет одним из первых в наших пакете разных законов. Закон о СМИ подготовили. Будут они приняты депутатами или нет, мы это поглядим уже во время съезда. Но также ряд и других законов, и разных актов, революционный акт готовим, акт о мире. То есть, в принципе, идет достаточно большая такая юридическая, не пиаровская работа по созданию просто документов, которые легли бы в основу новой страны. А это вот одна группа людей, которая сформировалась не так давно. Есть еще форум «Свободной России» в Вильнюсе, дискуссионная площадка, где только дискуссии происходят. Да. Есть еще отдельно Михаил Борисович Ходорковский как имя, но у него нет такой, в общем-то, команды. Ну и, пожалуй, есть, естественно, группа навальнистов. Она всегда стоит особняком, пока Алексей Навальный находится в тюрьме. Вот основные действующие лица этой группы, проживая в Вильнюсе, у них какое-то свое видение, но какими делами я не видел, чтобы они занимались. Они опять выпускают какие-то видосики про коррупцию, которые никому сейчас не интересны. Опять-таки, это моя точка зрения. Ну, понятно, что твоя. Но ты слышал заявление президента Чехии нового, да, который конечно. натовский генерал, который сказал: не питайте иллюзий, Навальный — это просто другой тип русского национализма, он не является либеральным демократом. Вот, для нас с тобой ничего нового в этом нету. Мы Алексея Навального, лично я Алексея Навального знаю лично 22 года уже, поэтому для меня нет никаких. То, что он сегодня является политическим узником номер один в России, это тоже безусловно. Но при всем при этом я считаю, что это никакая не сила, и, в общем-то, он сам себя посадил в тюрьму. Уехав, его предупреждали все, он поехал садиться в тюрьму. Он что хотел, то и получил. Поэтому чем занимаются навальнисты, мне не очень интересно. Ну и, собственно говоря, другие группы оппозиционные. От дискуссий мы давно уже ушли, лично я ушел. Я был одним из основателей форума «Свободной России» в свое время, но в связи с тем, что так и не превратилось в какой-то действующий орган, действующие какие-то методы, дискуссия мне больше не интересна, дискутировать уже поздно, на мой взгляд. Ну смотри, а сейчас, ну, про Ходорковского я не буду, он как-то то прильнул, то опять отольнул, то что-то пишет, опять выпускает твиты, как это у них принято, да, вот, но вот что касается форума «Свободной России», это то, что я вижу просто в ленте, там, на Фейсбуке, Гарри Каспаров там с Иваном Тюториным, и, может быть, с кем-то еще я могу забыть, они посещали штаб-квартиру, по-моему, ЕС, были то ли во Франции, боюсь соврать, но про ЕС я точно знаю, да, и обговаривали там будущее устройство, как бы, что может быть на месте России. Никто не мешает, извини, что я тебя перебью, да. Никто не мешает никому заниматься политическим туризмом. Смотри, подожди, давай без резких заявлений, дай договорю хотя бы. Вот. Я о том, что было мне приятно слышать лично, это что уже двухсмысленности нет, и то, что ты сказал, и, видимо, это вот твоих соратников отображает, как я понимаю, эта группа, там Илья Пономарев, еще люди, да, вот, которые ты говоришь, съезд народных депутатов, которые были депутатами действительно, но и там повестка антиколониальная звучит. Наконец-то до этого дожил уже в полной мере, да, вот, ну нельзя сказать, что там Гарри Каспаров там, или когда там Илья Пономарев призывал, может быть, я что-то не помню, ну вряд ли, да, какой-то великой империи, скорее всего, никогда этого не было, но сейчас уже открыто говорят, что страна должна быть деколонизирована.
что перезапущен, даже как название никто не знает, и что никакой полупобеды быть не может, победа должна быть только абсолютно. Я могу только такую позицию приветствовать, потому что она не вводит в заблуждение, допустим, западных людей, да, хотя бы если не можете сильно помочь, но и не мешайте, говорите хотя бы те вещи, которые, ну, отражают действительность, да, то есть действительно, Мгм. как оно есть. Почему вы не можете объединиться, или в конце концов, в итоге, вам придется объединиться в чем-то, да, и главное, самое главное, объединение ради поддержки Украины. И то, что я говорил про олигархов, но про олигархов даже вопрос я не стал дополнительно задавать, почему они не помогают открыто, не объединяются, потому что они просто трусливые скоты. Давай назовем вещи своими именами в основном. Вещи своими именами, Да, совершенно да. верно. Да. Вот, а что вы-то не можете? Вы все давно за границей, миллиардов, у вас нету в русском рейхе, как я понимаю. Ну, казалось бы, есть возможность. Я не Смотри, Айдер, я не вижу причин на самом деле для необъединения. Единственное только, что вот наш формат подразумевает депутатство там, в том или ином виде. Я, например, никогда не являлся депутатом, меня несколько раз снимали с выборов, один раз у меня победу это украли. Ну вот, но я как организатор, вот съезд меня избрал в состав исполнительного совета, и я назначен главой секретариата. То есть я как бы обеспечиваю деятельность проведения и работу съезда. Поэтому, в общем-то, я не вижу причин для необъединения. Опять-таки, наш съезд народных депутатов открыт для всех, кто разделяет наши принципы, для всех, кто, собственно говоря, вот опять-таки был избран. И, ну, вот так сложилось, например, что у нас на съезде присутствует Геннадий Гудков, который был депутатом Государственной Думы. Он избран в исполнительный совет. А, допустим, Дмитрий Гудков, который также являлся депутатом Государственной Думы, он не входит в наш съезд. Ну, вот опять-таки Это здесь... что, Это не это что, значит, что... конфликт отцов и детей, что ли, какой-то образовался? Или что? Нет, ну, Дмитрий занимается другими какими-то вопросами и, в общем-то, ну, на сегодняшний день не видит целесообразности для участия. Но Ну да мы бог с ждем ним, и да. его, и других депутатов. Поэтому здесь как бы надо вести переговоры, надо приводить встречи. Наша задача сейчас на втором съезде народных депутатов принять тот пакет документов, который мы рассматривали в первом чтении во время первого съезда. Поэтому, в общем-то, у нас есть свои задачи, но мы открыты для и переговоров, и Ну для, смотри, в моя вот, общем-то, вот, объединения с вот в другими чем, силами. смотри, я не вижу особой пользы как бы внутри России сейчас эта позиция, это мое личное мнение. Мне кажется, что ее там нет, но есть люди, которые сопротивляются, может кто-то там, не знаю, на заводе чем-то вредит на военном, может кто-то там поджигает какие-то будки, Конечно, военкоматы. существует. Да, да, дай бог, всегда такие люди есть, но это все-таки не огромное количество, это не политические какие-то движения, там это невозможно по ряду причин, пропускаем причины, они все такие довольно стыдные, вот, но объединиться ради того, чтобы требовать больше оружия для Украины. Российская иммиграция может. Объединиться ради того, чтобы создавать фонды и призывать жителей, которые активно хотят противодействовать. Кстати говоря, тех жителей, которые потом, если они помогают, может быть, могли бы и рассчитывать на то, что с них снимут репарации, например, да, или ну, хотя бы рассчитывать на чистую совесть, например, да, вот, помогая украинской армии там, и так далее. Вот это меня бы интересовало. А дальнейшее устройство России — это то, о чем мы поговорим, может быть, еще после Олимпиады. Но вот сейчас я вот про это хочу спросить. Где деятельная политика в отношении Украины? Много же, реально физически много россиян по разным странам Европы и мира сейчас. Ну, опять-таки, я, наверное, могу за группу, которую я представляю, да, про съезд народных депутатов в большей степени сказать, потому что, например, одним из членов исполнительного совета съезда избран Цезарь, это позывной руководителя Легиона Свободы России, который на сегодняшний день находится на первой линии фронта в Бахмуте и воюет, и которым мы помогаем и обеспечением, и информационными ресурсами, и, в общем-то, и оружием.
Что касается представителей других групп, ну, я слышал, например, от Михаила Ходорковского, который не готов выступать и организовывать сборы для вооружения украинской армии. Это его видение. Я не слышал вообще, кроме каких-либо дискуссий и обсуждений от форума «Свободной России», каких-то конкретных действий и шагов. Возможно, опять-таки, я их не слышал, и такие действия проводятся. Но пока мы видим только, в общем-то, что одна единственная оппозиционная группа, съезд народных депутатов конкретно, занимается помощью украинской армии и помощью украинскому народу. Это то, что занимаюсь я лично как отдельно, вот Андрей Сидельников и представитель «Говорите громче». Я с мая месяца нахожусь постоянно в Украине. И также бываю и на линии фронта, и езжу с гуманитарными целями в разные регионы, которые очищены уже от фашистов путинских. Поэтому, в общем-то, здесь это личное дело каждого, но как съезд, вот как такая группа, оппозиционная группа, мы действительно выступаем за, опять-таки, участие россиян на стороне украинской армии, а Легион Свободы России входит в состав ВСУ. Ну, чтобы было понятно юридически. Да нет, это понятно, что это Сбройные силы Украины. Кстати, да, спасибо всем, кто помогает нашей армии, чем может и как может. Неважно, независимо от паспорта, но особенно россиянам это важно для них. Это не столько для нас, сколько важно для самих людей, как мне так кажется, да. Кстати, в интервью было как раз на том форуме «Свободной России» была такая передача, если можно так сказать, онлайн, и там Геннадий Гудков, вот старший вот этот из оппозиционеров отца и сына, он сказал, что существует как минимум 30 тысяч россиян, которые могли бы стать частью Сбройных сил Украины. Но есть проблемы, что Украина не, ну, как бы бюрократически, он аккуратно сказал, бюрократические проблемы с их, значит, зачислением в Сбройные силы Украины. Как ты оцениваешь реалистичность этой цифры? И действительно ли можно реализовать за пределами Украины какой-то центр, куда могли бы люди записываться и потом организованно их направлять для обучения и так далее? Потому что, ну, если не на переднем крае, если кто-то что-то вообще хоть что-то может, да, но не знаю, это уже в руководство Сбройных сил решать, нужно, не нужно. Но вот сама вероятность такого существует и размер, он такой, ну, трезво оценен или нет? Ну, я по поводу цифры этой 30 тысяч, наверное, это какие-то оптимистические взгляды, хотя, опять-таки, может быть, Геннадий Гудков обладает больше информации по этому вопросу. Он все-таки был, по-моему, в Госдуме по безопасности в комитете. Ну, возможно, он больше это знает. То, что я знаю лично и вращаясь в определенных кругах, то могу сказать следующее. Такие центры сейчас организуются. Я не буду говорить, где, в каком виде или форме. Это все-таки достаточно секретная информация. Но такие центры формируются. Есть очередь определенная на запись в Легион Свободы России. К большому сожалению, не то что бюрократически, а просто это связано с тем, что каждый, кто хочет войти в Легион Свободы России, должен пройти безопасность через украинские органы. Да? Это не бюрократия, это обязательные условия, конечно. Это не бюрократия, да. И поэтому, в общем-то, эта очередь, она хоть и движется, но медленно, но у нас достаточно есть количество людей, которые вот ждут, когда они пройдут процедуру проверки. Поэтому, в общем-то, это, конечно, никаких не 30 тысяч, здесь я не скрывать ничего не буду. На сегодняшний день, насколько мне известно, в Легионе на фронте находится 500 человек. Очередь состоит из нескольких тысяч. Вот что могу открыто сейчас сказать в эфире для зрителей. Хорошо, подробнее не будем спрашивать. И давай раскроем большую тему Олимпиады. И вот эти вот голуби мира в губах мягких этих голубей, трость, лавровая веточка мира. И российские спортсмены хорошие, очень все хорошие, ни в чем не виноватые, но у них паспорт просто российский.
А так они же вот просто, ну, лучшие люди на земле, ну, после Чулпан Хаматовой, разумеется. Вот, твоей любимой, Заметь, не да? я это сказал слово, не я Ничего, это ничего, слово и ей сказал. место найдется в этой Нет, Олимпиаде миротворцев. Вот естественно. как ты видишь реальный подход, чем закончится твой прогноз вот этого вокруг Олимпиады? Потому что много людей высказалось, и Украина, и другие страны, Америка, и мэр Парижа даже высказалась и так далее. Вот картину по Олимпиаде, да, потому что тут из-за войны мы не очень следим, а это тоже часть войны, это тоже часть войны, там Это нельзя часть давать войны, щель безусловно. нигде, да. Да, ты совершенно прав, это часть войны, потому что российские спортсмены на сегодняшний день, те, которые, ну, в общем-то, занимают определенные, ну, высшие, наверное, да, там какие-то ступени своей карьеры, они все до единого, здесь нет никаких исключений, являются пропагандистками фашистского путинского режима. Путинский режим использовал, использовать и будет использовать в дальнейшем. Эти люди не могут, на мой взгляд, быть допущены не только к Олимпийским играм, но ни к одним другим соревнованиям мирового уровня, потому что пока Россия несет фашизм, все должно быть исключено полностью. Россия должна подвергнуться политическому, экономическому и спортивному эмбарго по полной программе. Что же касается реальности, а не моих желаний, то, к моему большому сожалению, в Международном олимпийском комитете и в олимпийских комитетах разных стран есть достаточно большое количество коррумпированных людей, которые Это точно. коррумпированы российской, конкретно путинской фашистской властью на сегодняшний день. И в этом ключе можно, наверное, говорить о фигуре главного в этом олимпийском движении, да, это там Томас Бах, по-моему, его зовут, глава Олимпийского международного комитета. Так вот, у меня есть большие сомнения в его честности в связи с тем, как проходил выбор, например, когда выиграла так называемая Россия вместе с Сочи Олимпиады, да, это как раз вот 14 год, по-моему, был. Да, в 14 году, Но потому что это выборы, ты имеешь в виду выборы самого места проведения, они были раньше. самого места Это проведения, было, это безусловно. было года за 4, наверное, в 10-м, в 11-м году в Гватемале, наверное, вот так где-то. И там Путин, Точно, совершенно верно, Гватемале, где они Гватемале. там раздал, где там Путин кивал, жал руки этим вот коррумпированным чиновникам и И фактически тогда же покупал раздавались Олимпиаду, да. конверты. Тогда же конверты раздавались конверты этим людям, которые голосовали в Гватемале. Ну, я почему знаю, потому что в то время у меня было достаточно много знакомых в Олимпийском комитете, которые Я тоже знаю, и там дело даже не... без прессы хвалились этим Да, самым, что как да, они да. Чтобы классно зрители купили. понимали просто, Андрей, это конверты, это не тоненькие конверты какие-то там, да. Ну, естественно. Путин в Гватемале, сидя в отеле, верифицировал договоренности, которые были достигнуты по финансовой поддержке этих членов голосующих Международного олимпийского комитета, а как им там, какими чемоданами передавали, на счета отправляли, это не имеет значения. Конверт — это образное выражение, кому-то и в конверте, может, дали, а кому-то и в чемодане, а кому-то и самолетом отвезли, а кому-то на банковский счет офшорный кинули. Ну, в общем, Олимпиаду они купили, так или иначе, да. Однозначно была куплена Олимпиада, как было куплено много других международных мероприятий. Поэтому, в общем-то, я боюсь, что будет продавлено решение, и российский, и белорусский, здесь нужно как бы в едином целом Да. сейчас смотреть на этот вопрос комплексно, будут допущены. Ну да, они будут допущены без флагов, без, значит, атрибутики, ну вот, ну и чиновники, конечно, российские от спорта не будут допущены. Но вот в этом виде эти спортсмены будут принимать участие, а по возвращении обратно они будут являться вот этой машиной фашистской пропаганды. Они будут сами представлять эту машину. Поэтому если у нас нет желания видеть дополнительные бонусы в этот фашизм путинский, российские, белорусские спортсмены должны, пока не закончится эта война, быть просто изолированы от всего международного сообщества. Поэтому ну, я считаю, что это справедливо, это правильно, и это определенная такая возмездие для тех, вот, кто участвует в этих митингах на Лужниках, которые ходят получать медальки к Путину, значит, в этот Георгиевский зал Кремля. То есть, в общем-то, эти люди должны быть действительно изолированы.
Если они хотят принимать участие как спортсмены в Олимпийских играх, они в состоянии поменять гражданство, и я уверен совершенно, что многие страны распахнут двери для конкретных спортсменов и предоставят свое гражданство для того, чтобы эти люди смогли выступить и защитить спортивную честь своей новой страны. Ну Вот да, такой вариант может тут, быть. тут я вижу, Андрей, такое лицемерие, что смотри, с одной стороны, действительно, сейчас это такой туризм олимпийский развит, и, в принципе, за эти годы, с 14 да даже вот с февраля можно было найти страну, которая тебя заявит, да, Да, не от России. Но, как я понимаю, они хотят и рыбку съесть, и Путина ублажить, как совершенно говорится, да? верно. То есть, Конечно, с одной естественно. Они стороны, понимают. ни слова осуждения в нападении на Украину. Ну, максимум, может быть, типа «я за мир». Это максимум, что они могут сказать. Ну, вот, «я за мир», а я Джон, меня зовут. А что дальше? Вот. Значит, второе. Есть такая идея, да, потом же, естественно, они же привезут эти медальки, если они там их выиграют, да, они привезут их в Москву, в фашистский Петербург, да, они будут с ними носиться по телевизионным программам, Путин им будет вручать дополнительные медали, они вручат какие-нибудь, уверен, не удержится, фюрер прикажет, какие-нибудь супердорогие российские, китайские электромобили, там еще Обязательно. что-нибудь, да. Обязательно, конечно. Но все-таки, с другой стороны, есть же такие, наверное, мы можем гипотетически представить себе такие случаи, я, правда, их не знаю, что вот у человека паспорт российский, но он там давно в России не живет, ненавидит этот русский рейх, да, он немножко был аполитичный, но вот сейчас все встало на свои места, наконец, значит, фашизм, рашизм проявил себя, и вот он встает и говорит: значит так, я проклинаю эту страну, проклинаю этот режим, проклинаю эту войну с победой Украины, все свои деньги я готов пожертвовать, если я заработаю их на поддержку вооруженных сил Украины. Можно ли проработать какие-то критерии для спортсменов, которых просто вот все остальное у них такое прям вот идеальное, только паспорт вот у них с курицей, да? Можно ли их Да. как-то каким-то образом допустить, чтобы это было с пользой для Украины? Я подчеркиваю, мне ничего другое вообще, ну, как бы не интересует сейчас. Понятно. Значит, если брать юридический аспект олимпийского движения, то это проработать можно. То подобного рода, такие были прецеденты раньше. Команда, по-моему, называлась команда беженцев или что-то еще из этой серии. Когда представители, я точно знаю, Ирака и Ирана. Было. Иранцы там были, вот что я Конечно, помню. Иранцы были, да. конечно. И другие были страны представлены в объединенной команде. Они соревновались, как все остальные, и получали медали, и было, в общем-то, у них и спортивное будущее, соответственно, да. Так что здесь такая юридическая возможность есть, но я боюсь, что трусливые, как минимум трусливые, а как максимум просто профашистски настроенные в российском обществе на сегодняшний день спортсмены эти. Конечно, за всех сказать очень сложно. Наверняка есть и порядочные люди, но они трусливы. Поэтому, в общем-то, была возможность сменить гражданство, и заявить о своей позиции, и о поддержке Украины, и о поддержке ВСУ, о поддержке всех тех действий, которые Украина вместе с союзниками сегодня делает. Поэтому, в общем-то, и время для этого было. Если уж Хаматова месяц ждала, ведь ей же было сказано, за 3-4 дня Киев возьмут, она месяц выжидала, чтобы сальто в воздухе перевернуться и сделать. А сегодня ЧОС устраивает по разным странам, тихо так, без особого пиара, и стишки на украинском теперь читает, для того, чтобы публика ей аплодировала, какая она молодец. А наша Прекрасно, как бы прекрасно. все 10 лет просто питалась от этого режима, была частью этого режима, была лицом этого режима, которое, хочу напомнить, призывала голосовать за Владимира Путина на 3-й незаконный срок. С 2012 года это все и пошло. И этот фашизм был, и она Конечно. составляет часть этого фашизма. Я Как и все хочу остальные. сказать от себя лично, что я прошу всех людей, у которых есть достоинство, и если увидят такое как бы неровное украинское чтение стихов любых, к которым она прикоснется своими
грязными руками и грязным ртом своим. натруженными пропагандой, годами пропаганды губами, языком, высказывать ей свое презрение, срывать ее концерты, освистывать эту якобы проукраинскую исполнительницу, которая мечтала жить в Северной Корее, как мы, вот она построена, ну, немножко мягче, рейх добровольный, в принципе, поэтому она оттуда технично свинтила. И теперь, значит, она у нас голубь мира, вот с оливковой веточкой такая летит и машет беленькими крылышками. Но мы знаем, что крылья эти в крови. Вот, я хотел бы еще добавить, что она незаконно посещала аннексированный Крым и получала там финансы. И несколько раз это делала. Слушай, как бы с такой биографией уже ничто не является нонсенсом. Я хочу вот про что спросить. А есть еще такой тип спортсменов, ты как вот сын, без кавычек, великого хоккеиста своего времени, хоккейного голкипера Александра Сидельникова, наверное, знаешь такого персонажа, как Александр Овечкин. Это русский хоккеист, любимец Путина, он его по щечке, то так, такой мальчик, такой, только выросший немножко. Да, он его по щечке все время там, и тот смотрит на него преданно, как такой, как суслик на, не знаю, на шакала. Вот, и все у них прекрасно, а он в Америке вроде как, да, играет, и все нормально. И как бы вот... И может стать, войти в команду, ну, войти в команду не сможет, наверное, там все-таки русскую команду не пустят, но так или иначе. А вот как быть с такими спортсменами и почему они так себя прекрасно чувствуют? Вот что с ними делать? А с ними делать все очень просто, как и с остальными пособниками этого фашистского режима. В 24 часа и вышвыривать из тех стран, где они находятся. Несмотря ни на заслуги, ни должности, ничего. Дискуссия на сегодняшний день, насколько мне известно, идет по поводу Овечкина. Достаточно большое количество людей в Америке хотят, чтобы вот этот путинский наймит, а я напомню зрителям, он в свое время создал такое движение, как Путин Тим, и туда вошли вот разные спортсмены российские, живущие за границей. Там и Сымбаева была, и еще ряд других. Надо просто, я забыл все эти фамилии, потому что они, в общем-то, ну, скажем так, для меня, конечно, перестали существовать полностью, когда они обналичили свое истинное лицо, но он политически действительно активен, был и есть Овечкин, и почему он до сих пор играет в клубе, я не понимаю. Почему и клуб, в первую очередь, наверное, вопросы надо клубу задавать, почему клуб не расторгнул изначально контракт, видимо, какие-то все-таки большие неустойки, так контракт составлен, скорее всего. Вот я не знаком с контрактом Овечкина. Но после этого, после расторжения контракта, конечно, должны быть органы Соединенных Штатов, должны были вышвырнуть этого негодяя и подонка. Андрей, просто фашиста, я к чему? Так может быть ваше движение или ваш совет депутатов, или вместе, или ты отдельно напишите публичную петицию клубу и его болельщикам про позицию. Может, они что-то ничего-то не видели, американцы своими делами заняты. Но это ваше дело, просто как идея. Да, просто такие люди должны быть наказаны. На самом деле идея хорошая. Идея хорошая. Руки, честно говоря, не доходили до подобных вещей индивидуально, потому что, в общем-то, ну вот движение «Говорите громче» в Великобритании огромное количество. Я даже уже не могу и сосчитать количество писем, написанных с 24 февраля в различные органы Великобритании и Соединенные Штаты. Потому что пишем постоянно. Нам приходит в проект «Возмездие» огромное количество информации, которую мы передаем в соответствующие службы Великобритании и Соединенных Штатов. Но очень очень много информации уходит в песок, скажем так. Смотри, я уверен, что, Андрей, когда-нибудь это прорвется. Просто кейс Овечкина, он очень явный, он очень публичный и он очень известный. То есть этим как и кейс можно... Каматовой, который почему-то из Латвии до сих пор не вышел. Да, этим можно прорвать плотину. И последний вопрос, наверное, но он, может быть, как требует юмористического комментария или какого-то. Началось, наконец, восстановление справедливости в отношении украинской культуры, искусства и деколонизации. Как я вот был в 2017 году в Париже, я смотрю выставка Кандинский Малевич, и написано «Авангард для Руси», хотя украинские художники, да. И вот, наконец, в ключевых музеях мира, в Америке, Репина, Айвазовского и Куинджа, прекрасных живописцев, начали помечать, так как они есть, кем они являются, украинцы, родившиеся в Российской империи, на территории тогдашней Российской империи. Украинский художник, родившийся на территории тогдашней Российской империи.
Значит, и кое-какие исторические нюансы стали публиковать вот в пояснении к так называемой русской культуре. И это вызвало, конечно, они насмехаются, они думают, что они еще руководят миром. Всякие русские оппозиционеры, даже имен их не буду называть, которые смеются над этим, типа вот там, что там, мы великая русская культура и так далее. На самом деле, мне кажется, процесс необратим. Вот что на этом пути можно еще сделать и что сказать этим людям, которые удивляются тому, что украинцы, родившиеся в Украине, не обязательно даже этнические украинцы, они украинцы, а воровать все невозможно. И это когда-нибудь все вернется. Ну, опять-таки, мне кажется, даже им ничего, не нужно вообще ничего и говорить, потому что бесполезно вот этой пене русского мира что-либо доказывать. Я тоже видел все эти твитики, сообщения в телеграммах, в Фейсбуке. Но у меня, кроме как, ну, я не знаю даже, как описать это чувство, потому что, ну, эти люди ничтожны. Начнем с того, что для меня они совершенно ничтожество, которые в то время, когда бомбят украинские города и гибнут граждане Украины, мирные граждане, подчеркиваю, не военные на фронте, да, это мы сейчас убираем за скобки, а именно погибают мирные Ну почему? граждане. Военные тоже наши граждане, отцы наших детей и Конечно, матери. конечно, но они находятся на фронте под постоянным огнем в боях. Здесь хотя бы они защищают свою родину прямо на передовой. Я говорю о том, что погибают от этих бомбежек постоянных мирные граждане, женщины, дети и старики. И вот в этот момент, когда уже почти год погибают мирные граждане, у кого-то поворачивается язык просто даже обсуждать эту тему. Вот просто обсуждать. Вот этим людям я бы рекомендовал просто заткнуться и спокойно наблюдать со стороны, потому что они сами себе копают могилы. Вот как недавний твит этой Альбац, переживающий за убитых фашистов русских, как, опять-таки, этот и Дождь, и все остальные известные, та же самая пресловутая Хаматова, все эти эхи, все эти новые газеты, им бы лучше сейчас взять и уйти в тень и не мешаться под ногами, помогать Украине выиграть эту войну. Знаешь, Андрей, я закончу это стихотворение, этот эфир наш с четверостишием Игоря Губермана, который 100 лет назад он написал: «Моей бы ангельской державушке два чистых ангельских крыла. Но если был бы, ну, скажем так, огурец у бабушки, она бы дедушкой была». Вот, поэтому из огурцов не вырастают финики, вот, и из русских либералов не вылупляются люди. Спасибо, Андрій. Спасибо. Спасибо, Айдер, спасибо Дякую большое. Андрію Сідельникову за те, що взяв участь у цій програмі. Ще раз перепрошую, були деякі там проблеми з етером, з прямим, але таке буває. Але головне сенс. Дякую за те, що дивитеся телеканал АТР. Дивіться АТР далі. До нових зустрічей.